Трагедыя ў Дзяржынску. 13 сакавіка там загінула дзяўчына-падлетак. В Дзержинске в Минской области зафиксирована смерть 16-летней девочки. За несколько минут до смерти она в компании друзей парила вейп. В результате почувствовала себя плохо, она потеряла сознание. К сожалению, уже так и не очнулась. Прадстаўнік МУС зазначыў, што гэта першы выпадак смерці пасля выкарыстання вейпа ў Беларусі. Проста цяпер у нашай краіне разглядаюць магчымасць забараніць дэвайсы для палення або, прынамсі, абмежаваць іх выкарыстанне. Мы прорабатываем вопрос о целесообразности либо полного запрета в нашей стране электронных систем курения, либо же исключения из состава жидкости к ним содержания пищевых ароматизаторов. Сегодня вы все видите, что вейп для молодого человека, в первую очередь для ребенка, является неотъемлемым аксессуаром. Пры гэтым, паводле прадстаўніка МУС, ягонае ведомства штогод фіксуе выпадкі шпіталізацыі дзяцей і падлеткаў пасля выкарыстання вейпаў. Гэтая шкодная звычка вельмі пашырылася сярод школьнікаў. Як паведамляюць дзяржаўныя СМІ са спасылкаю на рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, блізу 20% навучэнцаў 9-10 класаў паляць вейпы. МУС заклікае установы адукацыі, а таксама бацькоў узмацніць кантроль за падлеткамі. З намі на відэасувязі знаходзіцца лекар Станіслаў Салавей. Добрый вечер, спадар Станіслаў. Прывітанне. Скажыце, калі ласка, вот вы бачылі эту навіну сёння, першы выпадак у Беларусі, шмат пытанняў, напрыклад, як міліцыя змагла ўстанавіць, што это ад вейпа дзяўчына памерла. Як часта вы ці вашыя калегі сустракаліся ў сваёй практыцы праблемаў з вейпамі, ну і, магчыма, летальнымі выпадкамі? Ну, здесь я, к сожалению, буду сейчас говорить, наверное, не совсем приятные вещи, но пока не будет судебно-медицинского вскрытия, пока не будет экспертизы, говорить о причине смерти за 2 дня, ну, это немножко не совсем корректно. То есть, чтобы связать причинно-следственные связи, должно быть доказательство, чтобы не получилось, как, простите, в старом и немножко глупом анекдоте, я не буду делать прививку, потому что после нее умер мой дедушка. Из-за прививки нет, его сбила машина. Это примерно та же самая ситуация. Это смерть подростка, смерть ребенка, в принципе, смерть человека, это трагедия всегда. Но говорить, что если он курил вейп, и это именно от вейпа он умер, все-таки немножко, пока нет судебного вскрытия, это все-таки немножко преждевременно. Действительно, вейп не является безопасным скажем так, средством. Зафиксировано, по-моему, если мне не изменяет память, это 98 смертельных случаев в США, которые напрямую связаны с вейпом, где это было доказано, и это носит даже имеет отдельное название, как травма легких, связана с использованием электронных сигарет или вейпинговых продуктов. При этом в этой работе было четко, как там то, что описывали авторы этих работ, они указывают, что чаще всего это было связано с самодельными вейпами или с нелегальными безъемными жидкостями. И даже приводились названия тех веществ, с которыми, скорее всего, и были это ассоциированы. Это ацетат витамина Е и тетрагидроканнабиол, если мне не изменяет память. Тут можно будет потом это проверить. Это наркотичный сродок, сдается? Нет. Это именно те средства, которые могут увеличивать такие риски. Если мы немножко вспомним, как в принципе были взаимоотношения нашего, скажем так, государства, назовем это так, с подобными системами, то есть это не первый раз, когда это поднимается в СМИ, пропагандистских СМИ, назовем это так. И первый раз это поднималось, по-моему, на совещании у нелегитимного президента, той позиции, что как это так, какие-то там вейпы, которые вытесняют отечественные сигареты с рынка. То есть, к сожалению, для наших властей основное будет мотив для закрытия, для запрета вейпов — это борьба за внутренний, скажем так, рынок, борьба за то, чтобы люди курили сигареты. Хорошо, что наше МВД заботится о здоровье граждан, но почему-то ни у кого не возникает среди чиновников, даже среди Минздрава фактических решений на запрет банального табакокурения. Если мы посмотрим на научные данные, то табакокурение, именно обычные сигареты, несут куда больше вред здоровью. И, в принципе, считается, что 20% смертей от онкологических заболеваний напрямую связаны с курением. А у нас табакерки разрешают строить возле школ,
возле поликлиник. То есть статистика, которую не приводили, что там каждому сколько-то там, столько-то количество старшеклассников парят вейпы, они не приводят почему-то статистику, сколько из них просто курят или сколько курило там 10 лет назад. Я прекрасно помню свою школу, которую я заканчивал, и какой процент школьников курил в старших классах. Это на самом деле, вот это тоже катастрофа. То есть запретить вейпы я всеми руками за. Но давайте тогда запрещать и сигареты. Можно вводить постепенно меры, делать еще недоступными для детей, для подростков. То есть да, мы не можем забрать их у взрослых, потому что взрослые сами решают, какие вещества им употреблять, если они законные. Давайте каждый от них детей. У нас же это сделано сейчас на трагедии. Действительно, трагедии будет сделано просто то, чтобы не спасти здоровье граждан, не защитить его, а просто чтобы зарабатывать деньги на том, что портит гражданам здоровье. То есть мы запретим вейпы, но будем продавать обычные сигареты. Поэтому здесь заявления чиновников, мне кажется, очень лицемерными. Хотя, безусловно, эта трагедия вполне возможно, действительно будет первый случай в Беларуси смерти, связанной с потреблением вейпа. Нужно разбираться, где был откуплен вейп, был ли это самодельный, заправлялся он самодельно и прочее, прочее. То есть установить виновных лиц, если такие имеются. А может, просто было какое-то заболевание, которое просто проявилось в тот момент. Пока не будет нормального медицинского заключения, это просто, к сожалению, спекуляции. Я понимаю, что это звучит очень грубо, но эмоции и факты иногда нужно очень сильно, всегда нужно очень сильно разделять. Спадар Станіслав, у мяне такія ж самыя былі пытанні, я іх агучваў, да, што як яны даведаліся пра гэта, бо я гугліў таксама гэтую тэму і пра тое, каб сцвердзіць, што менавіта ад вейпаў пацыенты там ці чалавек памёр, я бачу ў Злучаных Штатах, там забыл, як называецца, ну вельмі сур'ёзнае даследаванне праводзіцца судмедэкспертызай, так і сапраўды, і это вельмі складана выявіць, не так проста. Вы узгадалі, каб мы ўжо закрыць вот тэму менавіта шкоды вейпу, пасля пройдзем да прафілактыкі, што гэта траўма лёгкіх. Якім чынам вейпы шкодзяць? Ну, скажем так, в зависимости от того, во-первых, что в составе этого вейпа. То есть нужно понимать, что разные вещества могут быть разными. И опять-таки наши легкие не приспособлены на вдыхание чего-либо горячего или чего-то, в принципе, нестандартного. Нашим легким вредит даже то, что мы дышим рядом с тяжелопромышленными предприятиями, которые есть в наших странах. Тем более концентрированное, тем это будет более вредными. То есть механизмов поражения легких, их в принципе существует довольно много. То есть как это действительно может быть поражено. Тут насчет того, как именно действуют вейпы, будет зависеть от самого состава вейпа. Это раз, и от частоты его использования, и опять-таки от индивидуальных особенностей. Есть люди, у которых просто от резких запахов может случаться бронхоспазм. Это, в принципе, отдельный момент. То есть тут на ваш вопрос, к сожалению, просто я не смогу ответить в рамках 15, скажем, минут и дополнительной подготовки, потому что это такой очень специфический. Пока нету вейпов, слишком мало времени существует в обществе, чтобы ученые могли оценить их долгосрочный эффект. То есть если мы знаем, сигареты люди курят уже больше 100 лет активно, и мы знаем, что какие риски это несет в плане статистических моментов, то вейпы слишком мало времени, чтобы мы оценили, что будет с людьми, которые курят вейп 20 лет, 30 лет, 40 лет. Что будет с людьми, которые курили бы 5 лет, а потом бросили? Будут ли какие-то отдаленные последствия? Мы это узнаем только, когда поколение, которое начало курить этот вейп, там, условно говоря, подростками, достигнет старости. И тогда мы будем понимать, что да, у этих людей там чаще заболевания легких там вот такое-то, такое-то, такое-то. Мы знаем это, например, для курения сигарет, для курения трубок и прочее, прочее. Но для вейпов пока этих данных нету. Пока мы знаем только одно. Пользы в этом нету. Пока ученые еще делают такой вывод, который будет прозвучить немножко кощунственно в рамках данной темы, что обычные сигареты куда опаснее и куда вреднее, чем вейпы. Пока ученые сходятся вот на таком. Але пры гэтым даваць адпачываць сваім лёгкім. Ось мне спадабалася гэта вашая парада дыхаць свежым паветрам, што нашым лёгкім таксама патрэбны адпачынак і прафілактыка. В принципе, в идеале не перегружать наш организм, не создавать ему дополнительный стресс. Если посмотреть на отчет ВОЗ, то крайне мало стран, которые выполняют все условия
по чистоте воздуха. То есть это сделать с учетом урбанизации, с учетом промышленности, сделать это довольно сложно. Поэтому действительно было бы здорово, если бы мы все жили в условных деревнях, если бы не было бы промышленных предприятий. Это было бы классно с точки зрения наших легких. Да, мы бы лишились многих благ цивилизации, но с точки зрения легких было бы хорошо. Если есть возможность прогуляться на свежем воздухе, это всегда лучше, чем если бы ее не было. Мы не можем щелчком пальцем закрыть все промышленные предприятия в Беларуси, убрать влияние соседних стран на наш воздух, про сельское хозяйство и прочее. Это невозможно. Но то, что может человек делать в рамках своего хотя бы личных возможностей, выезжать на природу почаще, выбираться в лес, не курить, это уже хотя бы тот минимум, который позволит снизить риски. То есть хотя бы отказ от курения – это уже хороший момент. Вообще лучше, в принципе, не пробовать. Спадар Станіслав, апошняе пытанне. Пасля 9 класа кожны 5 беларускі школьнік паліць вейпы. Як з гэтымі школьнікамі размаўляць бацькам? Ну, натуральна, што каб не была жорсткая забарона, але што ім казаць, каб яны асцярожней, так, на што ім звяртаць увагу? Ну а самі бацькі, якія паляць, так, ну, могуць паглядзець наш эфір. Есть тут не нужно как-то изобретать велосипед, есть очень много методов, как в принципе работать с обществом, уменьшать количество потребления табака, начиная от увеличения его стоимости, начиная от затруднения школьникам его покупать. То есть формально купить сигареты школьнику невозможно. То есть это должно продаваться только совершеннолетним. То есть у нас систематически этот закон нарушается. Это вопрос к контролирующим органам. Если ребенок начал курить, я не очень верю, что просто простым одним разговором можно как-то резко поменять его отношение к этой пагубной привычке. Ведь занятия спортом тоже не всегда являются несовместимыми для детей с курением. То есть нет такого, что отправили в спортивную секцию, ему нравится, и он бросит курить. Очень здесь хороший опыт, по-моему, в Новой Зеландии, если не изменяет память, которая просто на законодательном уровне ввела, что лицам, рожденным после определенного года, никогда в их жизни не может быть проданы табачные изделия. И все табачные изделия, по-моему, ушли продавать в специальные магазины. Задумка была такая, что те, кому на момент принятия закона 14 лет, они никогда не смогут в течение своей жизни приобрести сигареты. Вот это радикальное решение проблемы. Те, кто уже курят, они могут и курить, пожалуйста, пусть закуривают. Но новые люди не начнут курить. Это, по мне, это единственное радикальное решение данной проблемы. Все больше, к сожалению, нет. Ну, наши улады так, любяць радыкальныя рашэнні, хаця і табакерку таксама, як мы бачым, любяць, таму не ведаем. Не упэўнены, наши власти любят не радикальные решения, а наши власти любят только деньги. Табакерка – это самый простой пример. Табакокурение – это зло в чистом виде. Это огромное количество заболеваний онкологических, кардиологических. Это вредно для здоровья. Не в этом привычке нет ничего полезного. И тем не менее наши власти увеличивают количество точек продажи сигарет, еще более того, и даже защищают производителей табака от конкурентов в виде вейпов, электронных сигарет, айкосов и прочее. Это показывает то же самое и по алкоголю. Нашим властям на здоровье граждан глубоко наплевать. Им главное, чтобы граждане работали и умирали, не получая пенсию. Вот и все. Дзякуй вялікі за размову. Лекар Станіслав Салавей быў з намі на відэасувязі.